В тесной, но вполне уютной обстановке министр промышленности подписывает акт передачи комплекса весового оборудования территориальному отделу государственного автодорожного надзора. Эта нехитрая система предназначена для взвешивания большегрузных транспортных средств. Весогабаритный контроль проводится для сохранности дорожного полотна. Понятно, что перегруженное авто давит на асфальт сильнее, чем он способен выдержать, и как итог ямы и выбоины. Эта аппаратура вся необходима, чтобы ставить весовой контроль, где у нас карьер есть, где у нас вывозится неучтенный груз, можно сказать. По дорогам свыше 10 тонн нагрузка на ось нельзя перевозить. А у нас это никто не проверяет, и в зависимости от этих у нас дороги всегда рушатся и всегда ломаются, всегда приходится делать. Но нам вот этот выделили машину, Дмитрий Владимирович Кравцов, это начальник МТУ Ространснадзора, а Минтранс нам выдал весы. На основании этой машины и на это оборудование мы будем проверять дороги, три направления: Малгобек, Назрань и Слепцовск. Недавно в регионе Ространснадзором впервые проводился весогабаритный контроль большегрузов. Вот как выглядит работа в процессе. Транспорт заезжает на специальные весы. Информация в дистанционном формате передается на ноутбук инспектора, а дальше фиксируется допустимость показателей. Забитый сверх нормы грузовик может представлять угрозу для других участников движения. Поэтому фуры проверяются сразу с двух направлений трассы. К нарушителям применяются штрафные санкции. На региональной дорога 10 тонн, и в зависимости от этого выдает акцию. Это очень удобная аппаратура, что писать ничего не надо делать, надо потихоньку взвешивать и все. Рейды инициировали после недавней рабочей встречи главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с начальником межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО Дмитрием Кравцовым. Тогда стороны обсудили основные результаты окружного управления и задачи на ближайшую перспективу. Речь зашла об организации в республике автоматических пунктов весогабаритного контроля на федеральных и региональных дорогах. В рамках поручений главы Республики Ингушетия Махмуда Али Шариповича Калиматова необходимо было, скажем так, для сохранения дорожного полотна Республики Ингушетия провести необходимые мероприятия для весового контроля транспорта, проезжающего транзитом или, скажем так, эксплуатируемого на территории республики. Сегодня мы передаем оборудование весового контроля на безвозмездной основе Ространснадзору нашей республики. К сожалению, должного контроля ранее не было, но, повторюсь, руководство республики дало жесткую установку для налаживания этой работы. Оборудование хоть и не из легких, но поднять и перенести куда нужно не составит труда, тем более с имеющимся автотранспортом. Внутри стоит принтер для распечатки акта взвешивания на месте, выдвижная спутниковая антенна для передачи данных в территориальное управление ведомства. Запустят собственный пункт автоматического весового контроля до конца года, а в первом квартале 2022-го таких комплексов в регионе будет уже 3. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.